Исследование посвящено билингвальному образованию, но не оценочно, хорошо это или плохо, совершенно это меня не интересует, а тому, как учителя, которые вынуждены преподавать билингвально, это делают, не владея латышским языком. Было выявлено 5 стратегий поведения. Они могут либо преподавать полностью на русском, игнорируя требования, то есть говорят, пусть пока увольняют, пускай приходит любая комиссия, я буду преподавать на русском, и все. Либо другая крайность, они могут преподавать только по-латышски, считая, что лучше они будут делать это на-латышском, чем на смеси языков. Но это как бы крайности, которые меня не интересуют, а есть 3 другие стратегии. Одна — это все ведется на русском, но к приходу комиссии подготовлена такая домашняя заготовка, урок билингвальный, отдельный, как бы вырывающийся из контекста. То есть приходят дети, и если на уроке комиссия, то учитель говорит: а сегодня, дети, мы с вами возьмем такую-то тему. Не удивляйтесь, что мы немножко отступим, и так, и как бы вот один урок отыгрывается. А другая стратегия, на каждом уроке немножко дается, так сказать, билингвизма, но билингвал, как это они называют мои респонденты, но ну так, например, число записывается всегда на латышском. 10 септембрис. Тема урока, которая часто выясняется, как переводится на латышский у кого-нибудь из коллег на перемене перед уроком. Там физкульт-минутки в начальной школе какие-то, потом, например, ну да, вот такие вот примеры. Или, например, совершенно какие-то слова учитель вставляет в урок, просто которые он знает по-латышски. Например, повесим аттелу на стенку. Это такой самый анекдотичный пример. А почему вы сами заинтересовались именно этой? Потому что я преподавала билингвально, в частности, я преподавала билингвально в русской школе биологию. Я по первому образованию химик, но в школе не нашлось биолога, владеющего латышским, и не нашлось латышей, которые бы знали биологию. Поэтому пришлось взять меня как такой компромиссный вариант. Вот я вела, более-менее на латышском, но, конечно, как могла. А как так у вас прекрасно латышский? Мы можем перейти на латышский. Nu, jā, mēs varam. Jūs jūtat to saistību ar Latviju? Jā, es jūtos saistību ar Latviju, jo mani vecāki dzīvo Latvijā, un vispār es esmu no Latvijas, bet tas ir viss pašlaik. Jums ir tāda ļoti interesanta ģimene. Jūs abi esat no akadēmiskas vides, jūs abi esat no Latvijas. Jūs diskutējat par Latvijas problēmām mājās? Nedaudz diskutējam, jā. Un kas ir tas, kas jums liekas aktuāls? Mums drausmīgi nepatīk tā, kā tas saucās, противостояние starp, grūti tagad runāt. Mums neapmierina mūsu vecāku pozīcija, piemēram. Mūsu vecāki ir krievi runājuši cilvēki, kuri ir dzimuši Latvijā, bet mani vecāki, piemēram, ir nepilsoņi, un viņi negrib ņemt to pilsonību. Es esmu pilsone, paņemot to, nokārtot eksāmenus, jo viņi domā, ka viņiem tas pienākās, jā. Man tā pozīcija liekas, man nepatīk, bet es arī nerunāju ar vecākiem par to, jo es zinu, ka tas vienkārši būs strīdus un viss. Mēs ar vīru esam daudz vairāk lojāli. Protams, mums arī nepatīk arī tā cita pozīcija. Vispār mēs esam tādi, tā liberalistiski noskaņoti, bet tā kā mēs jau agri dzīvojam ārzemēs, mums ir grūti runāt par politiku Latvijā, jo tas bišķiņ tomēr ir ārpus mūsu aktuālajiem jautājumiem.